Якутия-24 продолжает работу в прямом эфире. В студии Влад Давыдов. Это программа «Итоги дня». Сегодня в выпуске. Алроса, достижения и перспективы. Айсен Николаев и руководство алмазной компании обсудили предварительные итоги работы в 2021 году. COVID-19. Число заболевших вариантом омикрон в России достигло 30 человек. Что на сегодня известно о новом штамме? Суровые якутские морозы. В связи с сильными низкими температурами врачи призывают население беречь свое здоровье. Что сделано, что предстоит, мэр столицы Евгений Григорьев дал пресс-конференцию. 400 тысяч рублей на поддержку одаренных детей. Сегодня в Якутске подвели итоги конкурса грантов. Руководство Алроса и глава Якутии Айсен Николаев подвели предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности алмазной компании. Также обсудили план работы на предстоящий год. Все подробности у Дмитрия Тымырова. Открывая совещание, генеральный директор компании Сергей Иванов доложил о рекордных продажах, удвоении дивидендных платежей, существенном росте налоговых отчислений, а также планируемом в следующем году увеличении социальных и экологических инвестиций. Могу сразу сказать, что год выдался крайне успешным для компании, несмотря на массу сложностей, которые были связаны с тем, что ряд активов запускался после простоя в прошлом году, были и определенные сложности в связи с рядом ограничений из-за ковида, которые, к счастью, не сказались никак на операционных результатах компании. Так, в уходящем году значительно вырос спрос на алмазно-бриллиантовую продукцию. Воспользовавшись благоприятной рыночной ситуацией, компания может реализовать по итогам года рекордный объем своей продукции – почти в 46 миллионов карат. Как ожидается, к концу года будет добыто примерно более 30 миллионов карат алмазов, а это на 8% больше, чем годом ранее. Сейчас бюджет компании сформирован все-таки с повышенным ориентиром по добыче. Это 34-35 миллионов карат. Посмотрим, есть факторы, которые настораживают. Это и те изменения климата, которые мы видим, а погода, вы знаете, что влияет на наши операции, особенно в части работы карьеры юбилейной по рискам загазованности. Мы летом из-за задымления некоторые активы приостанавливались. Несмотря на это, в нынешнем году Алроса вдвое увеличила объем выплаченных дивидендов в бюджет республики. Это почти 50 миллиардов рублей. Из них в бюджеты 8 улусов, являющихся акционерами компании, поступили около 11 миллиардов, что также является максимальным показателем за всю историю компании и в 2 раза превышает объем дивидендных выплат в 2020 году. Таким образом, в текущем году в бюджет каждого из улусов только в виде дивидендов от Алроса поступили более 1 миллиарда 300 миллионов рублей. И мы видим, что экономика Якутии, не только Алроса хорошо сработала, хорошо сработали и другие предприятия. Все это позволяет с уверенностью смотреть на горизонт следующих лет. Сегодня обсуждали подходы к бюджету компании, к инвестпрограмме компании. Инвестиционная программа вырастет существенно на десятки процентов. Это и строительство инфраструктуры, и ввод алмазодобывающих объектов, горно-капитальные работы на наших месторождениях. Все это позволит и создавать, продолжать рабочие места. В свою очередь, глава Якутии Айсен Николаев отметил, что в ближайшее время в рамках этого сотрудничества будет реализовано еще ряд проектов. Мы сейчас понимаем, какие средства будут поступать в бюджет Фонда будущих поколений, и которые как раз будут направлены на реализацию, в первую очередь, социальных проектов, связанных со строительством социальных объектов на территории Якутии, поддержкой молодых, юных талантов. И благодаря этому как раз вот сегодня достаточно такая активная работа идет. Общие налоговые выплаты в концу года, по прогнозам экспертов компании, приблизятся к отметке в 70 миллиардов рублей, из которых более 50 миллиардов также поступят в республику. Напомним, в этом году Алроса и Якутия заключили новый договор о социально-экономическом сотрудничестве сроком на 5 лет. За этот период Алроса направит почти 4 миллиарда рублей на развитие образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, спорта, науки, охрану окружающей среды и благоустройства территорий. В нынешнем году на эти цели было выделено 700 миллионов, а в 2020 году уже 800 миллионов рублей. Дмитрий Тымыров, Григорий Николаев, Якутск.
В этом году полярные авиалинии впервые превысят 20-тысячный рубеж показателей налета. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, авиакомпании завершают уходящий год успешно. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев. В свою очередь, гендиректор авиакомпании Семен Винокуров добавил, что производственный налет в этом году в 1,2 раза будет превышать показатель 2020 года и составит более 20 тысяч часов. Также Айсен Николаев и вице-президент-директор дальневосточного филиала компании «Ростелеком» Андрей Карташов на рабочей встрече наметили дальнейшие планы, в частности, по строительству волоконно-оптических линий в арктических районах и цифровизации населенных пунктов. Так, в текущем году в регионе проложены рекордные 3000 километров оптоволокна. В результате к быстрому интернету подключили 70 населенных пунктов. Это исторический рекорд. К другим новостям мэр столицы Евгений Григорьев провел пресс-конференцию. Какие темы там прозвучали, основные тезисы озвучит наш корреспондент Мадина Халикова. Год сложный, но Якутск завершает его с рекордными показателями. С этого начинает свою пресс-конференцию мэр республиканской столицы Евгений Григорьев. Так, за 2021 удалось отремонтировать более 48 километров дорожного полотна. Приступили к капитальной реконструкции проспекта Ленина, пожалуй, самого масштабного и затратного проекта. На следующий год еще 34 километра магистрали приведут в порядок, а также благоустроят 75 дворов. В следующем 2022 году, благодаря участию федерального центра, мы уже заходим на 75 дворовых территорий, что, собственно говоря, является планируемым всем объемом, который мы рассматривали в течение 5 лет. Мы реализуем за 1 год. Растет и бюджет Якутска. На ближайшем заседании городского парламента должны утвердить главный финансовый документ столицы. И, как всегда, он ориентирован на улучшение качества жизни якутян. Так, порядка половины расходов направят на социальную сферу. Вместе с тем необходимо отметить то, что на 17% у нас выросли собственные доходы. Бюджет города Якутска по доходам более 22 миллиардов рублей, по расходам 22 миллиарда 300. Вместе с тем необходимо отметить то, что и ежегодно бюджет города растет, соответственно, больше денег уходит на развитие города Якутска. И развитие это касается и транспортной отрасли. Более 100 единиц коммунальной техники закупят в муниципальный парк. Это позволит обновить устаревшие машины, а также на более качественном уровне обслуживать городское хозяйство. Закупят и автобусы для местных и междугородних маршрутов. Что касается повышения тарифов на общественный транспорт, Евгений Григорьев отметил, от частных компаний уже поступали предложения поднять проезд до 40 рублей, с чем мэрия полностью не согласна. Сегодня установление тарифа – это вопрос диалога между участниками рынка. Я считаю, что увеличение должно быть в рамках инфляции вместе с обновлением техники, с обеспечением достойного уровня заработной платы для работников и всей обновлением транспорта необходимо, конечно, планово в рамках инфляции закладывать увеличение стоимости проезда. Также журналисты подняли тему безнадзорных животных. Евгений Григорьев отметил, этот вопрос необходимо решать на федеральном уровне, так как законом регулируются правила их отлова и содержания. В общем, пресс-конференция длилась около 1,5 часов. Глава столицы ответил на несколько десятков вопросов, касающихся самых разных сфер жизни. Мадина Халикова, Семен Семенов, Якутск. Число заболевших COVID-19 со штаммом омикрон в России достигло 30 человек. Они в стабильном состоянии. Об этом РИА Новости сообщил замглавы Минздрава Виктор Фисенко. Эксперты считают, что заражаться омикроном могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. При этом, как отмечал директор центра имени Гамалея Александр Гинзбург, у привитых болезнь проходит в легкой форме. Тем временем за минувшие сутки в Якутии выявлено 88 новых случаев коронавирусной инфекции, из них в столице 34 случая. Что касается районов, то 19 заболевших зафиксировано за сутки в Нернгринском районе, по 8 в Балданском и Сунтарском, еще в 7 районах Якутии от 1 до 7 заразившихся COVID-19 за минувшие сутки. Продолжаем выпуск. Якутск настигли сильные морозы. Температура воздуха на неделе может опуститься аж до минус 49 градусов. В связи с этим медики призывают население быть особо внимательными к своему здоровью. В такую погоду высока вероятность обморожения и переохлаждения всего организма. Тему продолжит наш корреспондент Марфирина Алексеева.
С наступлением серьезных морозов стационар ожогового центра активно пополняют пациенты с обморожениями разной степени тяжести. Ежегодно в республике из-за холодов страдает около 300 граждан. Основная причина – несвоевременное обращение к специалистам. Зачастую, получив обморожение, люди занимаются самолечением в домашних условиях. Ни в коем случае нельзя растирать конечность, ни нижние, ни верхние конечности. Нужно прийти в теплое помещение, накрыть их, может, там одеялом, с какими-то подручными вещами и максимально их постепенно отогреть. Наши капилляры, сосуды, внутри микроциркуляции, которая проходит в них, она у нас будет восстановлена. Если мы начнем растирать, то, соответственно, мы повредим это все. Нужно согреться горячим чаем, небольшими глотками. Ну, соответственно, после случившегося обратиться в ожоговое отделение. Важно правильно реагировать на первые симптомы обморожения, ведь последствия несвоевременного оказания необходимых мер чреваты. Дело может дойти до заражения крови и ампутации. Гиперемия, конечность, ну, например, допустим, пальцы, они становятся холодные, у нас бледные, нарушается чувствительность. Ну и при всем при этом, когда пациент приходит в какое-то теплое помещение, происходит болезненные такие ощущения, как парестезия, как много-много иголочек проходит по вашему телу. Вот это при первой, второй степени. Но при третьей там уже идет обездвиживание, пациент не может даже их согнуть. Они у нас максимально замерзшие, ну, при третьей, четвертой степени. На удивление горожане не унывают. Пообщавшись с прохожими, узнали, что многие даже предпочитают увеличить пешие прогулки. Вы себя комфортно чувствуете, да? Ну да, нормально. Пешком ходим все время. Ходить надо. Погода мне нравится такая. Все-таки по-зимнему, по-сибирскому должно быть иногда. Мы же все-таки на севере живем. А так-то, в общем-то, зима-то у нас все равно мягче стала по сравнению с 60-ми годами, 70-ми годами. Ой, страшные туманы были. Вот даже 2 метров, 3 метров ничего видать, как туман, молоко. Понимаете? Когда столбик термометра опускается ниже 40 градусов, стоит обратить особое внимание на сезонную одежду. В такие дни наряд должен быть максимально многослойным. Самыми опасными зонами считаются пальцы ног, рук, а также нос и щеки. Эти части тела нужно утеплять особенно тщательно и желательно натуральными материалами. А как вы одеваетесь в такую погоду, чтобы вот комфортно добраться до места назначения? Тепло, как капуста. Сейчас смотрел, минус 50 вроде показывает в телефоне. А так по ощущениям около 60 есть. Получается, подшайники делал, пуховики одел, все нормально. Унты, шуба, шапка, шапки. мех, из меха все. Натурального. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни сильные морозы не отступят. Придерживайтесь рекомендаций и будьте внимательны к себе и к своим близким. Марфрина Алексеева, Григорий Николаев, Григорий Охлопков, Якутск. Ленская медицинская скорая помощь получила новый специализированный автомобиль. Персонал рад обновлению автопарка. Теперь выезжать на вызовы стало намного комфортнее и быстрее. Сюжет Светланы Балеевой. Персонал скорой медицинской помощи очень рад новому автомобилю. Теперь ездить на вызова, которых в последнее время прибавилось в разы, станет комфортнее и быстрее. Последние 3 года мы получаем именно в это время, по совпадению, я не знаю, как новогодний подарок, приходит сразу к нашей радости вот такие машины. Первая машина такого класса у нас пришла в 2016 году, вот 19-й, 20-й, вот 21 год у нас приходит машина скорой помощи. Новый автомобиль – это здорово. Это, конечно, мобильность, надежность в сравнении с старыми автомобилями. Сегодня новый автомобиль уже работает в полную силу. Обслуживает пока только городские вызова. Скорая помощь оснащена всем необходимым современным оборудованием, что помогает оказать эффективную и качественную помощь до госпитализации пациента. Есть специализированные укладки для оказания помощи при травмах, при отравлениях, для оказания помощи при сердечно-легочной реанимации. Дефибриллятор в машине есть, электроотсос, система ИВЛ. Также скорая помощь укомплектована и реанимационными сумками. Новый автомобиль в скором будущем планируется задействовать и в обслуживании вызовов с наслегов, откуда они тоже поступают довольно часто. Сегодня в автопарке скорой помощи насчитывается 6 автомобилей. 2 из них отработали более 10 лет и требуют списания, но они также выходят на линию. По одному закреплены за Ньюйской врачебной амбулаторией и Витимской больницей. 2 автомобиля находятся ежедневно на вызовах. 1 стоит в резерве на случай большого потока вызовов. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск.
В Институте биологических проблем Хриолитозона началась оцифровка богатой коллекции научного гербария Якутии. Сейчас в отделе ботанического исследования накоплено более 93 тысяч образцов высших сосудистых растений, мхов и водорослей. Все специальное оборудование приобрели на сумму выигранного гранта из федерального бюджета. Как отмечают научные сотрудники, путем сканирования в дальнейшем будет создан большой электронный каталог гербария. Тогда появится возможность ознакомиться любому жителю России с различными образцами растительного мира Якутии. Этот сканер может сканировать объекты, объемные объекты до 15 сантиметров высоты и А3 формата. У него сканирующая головка находится сверху, что очень удобно для сканирования хрупких вещей. В предстоящем мы планируем выпустить электронный гербарий, и в интернет-ресурсе появится наш гербарий, который можно работать вне зависимости от где ты находишься, зайти, посмотреть. Сейчас короткая пауза. Программа «Итоги дня» вернется через 30 секунд. Это программа «Итоги дня» на Якутии-24. Прямой эфир. Продолжаем выпуск. В Якутске состоялось открытие многофункционального экзаменационного центра по независимой оценке квалификаций на базе СВФУ. Помимо этого, университет подписал ряд соглашений о сотрудничестве с администрацией Якутска, а также с управлением образования столицы. Сюжет Власия Сергеева. Центр по независимой оценке квалификации расположился в главном учебном корпусе. Деятельность нового подразделения будет направлена на подготовку к сопряжению промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации обучающихся вуза. Независимая оценка квалификации будет проводиться в форме профессионального экзамена. Профессиональный экзамен представляет из себя, входит в 4 части. Это психолого-педагогическая часть, которая будет сдаваться в форме тестирования в автоматизированной системе. Методическая, предметная подготовка будет проверяться у учителей, а также ИКТ-компетенция, потому что это требования современного времени. Также в этот день был презентован первый этап обновленной библиотеки университета. Он представляет собой деловой холл с современной коворкинг-зоной. Обустройство второго этапа, а именно читального зала, начнется в январе следующего года. Планируется, что там будут использованы технологии с применением QR-кодов для быстрого поиска нужной литературы. Современные наши читатели, посетители, они в общих таких стилях хотят работать, чтобы библиотека изменилась именно в открытом доступе, чтобы наши читатели сами ходили по стеллажам, сами выбирали книги и вот в таких комфортных зонах хотят работать. В рамках мероприятия состоялся ряд важных подписаний. Так, университет заключил соглашение о сотрудничестве со столичными школами, управлением образования и окружной администрацией Якутска. В рамках реализации данных соглашений будет проведена работа по формированию базовых кафедр, а также развитию системы профессиональных квалификаций в сфере образования. Университет – это один из главных учреждений, которые готовят кадры для развития города Якутска. В рамках соглашения с Якутском у нас планов много. Это и работа и с образовательными структурами, работа и по занятости, это и строительные отряды, и работа и по озеленению, да, встретя столетию нашей республики и много-много мероприятий. Отметим, что в рамках соглашений стороны намерены расширить университетский кампус в 68-м квартале и создать школу, которая будет реализовывать образовательные технологии со специализированными классами, обновленными практиками и обязательным владением английским языком. Власий Сергеев, Григорий Охлопков, Якутск. Якутские всадники Дугуйдан Винокуров и Мичил Неустроев планируют добраться до Иркутска 24 декабря. Напомним, что на днях они выехали из Бурятии, где пробыли около 3 недель. Напомним, что коневоды выехали из Аймекона 5 марта. Они приурочили свой поход к столетию со дня образования Якутии. Всадники везут с собой флаг республики и проводят различные встречи в регионах, на которых рассказывают о россиянам, о своей миссии, о Якутии, якутской культуре.
400 тысяч рублей на поддержку одаренных детей республики. Сегодня в Якутске подвели итоги конкурса грантов в рамках мероприятия под названием «Содействие развитию регионального центра выявления и поддержки одаренных детей». Сколько всего детей и за что получили гранты, и на что они их потратят. Репортаж Евгения Тайтонова. Целевой фонд будущих поколений еще осенью этого года объявил конкурс среди одаренных и талантливых детей, для которых максимальным достижением является победа или призовое место на всероссийских соревнованиях. Любой желающий мог зайти на сайт и указать свои достижения за 2021 год. В этом году я на всероссийских соревнованиях Medwave Classic по плаванию я занял два первых места и одну бронзовую медаль. И на Дальневосточном федеральном округе, который проходил в Южно-Сахалине, я занял первое место и 2 бронзовые медали. Неделю назад сказал тренер, что нужны достижения, которые ты достиг в этом году, и нужно отправить на конкурс. Мы отправили, естественно, и на следующий день мне говорят, что я попал на топ-10. Обладателями гранта в этом году стали 14 детей, которые добились наивысшего результата по 12 видам спорта, а также по якутским прыжкам и масс-рестлингу. Общая сумма гранта в этом году составила 400 тысяч рублей. Его разделили между сегодняшними победителями. В этом году мы предусмотрели грантовые конкурсы по направлению спорт, искусство и наука. Более 10 детей получили гранты. По направлению спорт детям подарили сертификаты на приобретение экипировки, часы спортивные и рюкзаки. Также, помимо вручения грантов, сегодня презентовали спортивное оборудование, приобретенное за счет федерального проекта «Успех каждого ребенка». По данному проекту для нашего вида спорта были приобретены 200 досок, 30 столов и 80 электронных часов. И теперь мы можем проводить, как видите, занятия и так далее. И даже мы можем провести большие республиканские соревнования. У нас как раз именно были проблемы с нехваткой досок и электронных часов. Так, помимо комплект-классов по шашкам и шахматам, в спортивном комплексе «Дахсун» появились компьютерные тренажеры по стендовой и пулевой стрельбе, напольное покрытие для борьбы дзюдо, татами. Евгений Тайтонов, Григорий Охлопков, Якутск. В Якутске второй раз вручили национальную кинематографическую премию под названием «Чепчал». Компетентное жюри выбрало обладателей призов в 11 номинациях. Так, за вклад в развитие национальной кинематографии статуэтка досталась сценаристу и режиссеру Семену Ермолаеву. А лучшим сценаристом стал Степан Бурнашов. Ивану Семенову достался приз за лучшую операторскую работу. Валентина Романова-Ческырой названа лучшей актрисой года за роль в фильме «Пугало». Лучшим актером признан Федот Львов за роль в фильме «Черный снег». Ну а лучшим режиссером стал Степан Бурнашов за работу над картиной «Харахар». Лучшим фильмом года признали картину Дмитрия Давыдова «Пугало». Нам, конечно, радостно то, что мы очень давно говорили о том, что нам все-таки нужна какая-то своя премия, как бы свой, такой своего рода «Оскар», где мы в конце года будем какие-то итоги подводить, не выбирать, кто лучше там, да, а все-таки как-то определять, куда якутское кино двигается, как она развивается, как новые имена появляются, в таком плане. Юные читатели Алданской детской библиотеки побывали на первом в этом году новогоднем празднике. Утренник в добрых советских традициях стал праздником не только для самих ребят. В детство окунулись и взрослые, рассказывает Татьяна Вахнина. Юным читателям сегодня совсем не до книжек. В детскую библиотеку пришли Дед Мороз и Снегурочка. Первый новогодний утренник для ребят стал настоящим сюрпризом. Мы решили для наших юных читателей подготовить самый волшебный, самый завораживающий праздник, наверное, у каждого человека. Это Новый год. На огонек в детскую библиотеку гости заглянули не случайно. Именно здесь находится чудесная елка, украшенная старинными игрушками. Часть убранства дети мастерили сами из картона, фольги и ваты. Дедушка Мороз и Снегурочка признались, что таких елочек не видели очень давно.
Елочка засияла волшебным светом гирлянд, позвав всех в веселый хоровод. Настало время веселья. Дед Мороз со Снегурочкой приготовили для ребят невиданные потехи. В такие забавы на новогодних праздниках играли еще их родители, когда были маленькими. Мы решили нарядить елку немного уже в необычном стиле. Это советские новогодние игрушки на нашей елке, так как в них присутствует какая-то особая тайна, воспоминания прошлого. Конечно, Дед Мороз пришел к ребятам не с пустыми руками, а с большим мешком подарков. Дети тоже приготовили сюрпризы и поздравления гостям. Мальчишки и девчонки читали стихи, исполняли песни и танцевали. Новогодний утренник в советском стиле стал праздником не только для ребят. В детство окунулись и взрослые. Праздник очень красивый был, понравился. Детки очень рады подаркам, подарки очень хорошие. Идея организации детского утренника в добрых советских традициях принадлежала директору библиотеки Татьяне Ефимовой. Подготовка к празднику началась еще осенью. Требовалось подобрать игрушки и флажки, написать сценарий, найти загадки и продумать забавы. Сотрудники признались, что и в процессе подготовки, и на утреннике они ужасно волновались. Конечно, волнения немного было, так как я первый раз выступаю в роли Снегурочки. Такой праздник в библиотеке прошел впервые, и он удался на славу. Впрочем, в канун самого главного праздника года, во время волшебства и чудес, по-иному и быть не могло. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Александр Лукин, Алдан. Корреспондент телеканала «Якутия-24» Айсена Бурнашова и оператор Виктор Олесов представят республику на ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая состоится 23 декабря в Москве. Также во встрече с главой государства примут участие представители ряда других республиканских изданий. В этом году из-за эпидситуации к мероприятию допустили в 2 раза меньше человек, это порядка 500 журналистов, однако все они будут лично присутствовать на встрече с президентом. Большая пресс-конференция начнется в 18:00 по якутскому времени. Трансляция будет доступна в прямом эфире на телеканалах «Первый», «Россия-1», «Россия-24», «Мир-24», НТВ и ОТР. Первое. Почему, на ваш взгляд, этот многолетний... Таковы итоги дня сегодня. Смотрите «Якутию-24». Будьте всегда в курсе.